Меня зовут Дизамбай. Я чуваш. Мои родители крестьяне, как и их родители, и родители родителей. Живем мы в селе Абашево Чебоксарского уезда. Летом у нас хорошо. За деревней лес, грибы, ягоды можно собирать. Работы хоть и много, да день длинный, успеешь и отдохнуть. К началу XVIII века на территории Чувашского края существовали Чебоксарский, Цивильский, Ядринский уезды. Кроме того, земли современной Чувашии частично входили в состав Козмодемьянского, Курмышского, Симбирского и Алатырского уездов. По губернской реформе Петра I в 1708 году территория Чувашского края вошла в Казанскую губернию. В 1714 году из Казанской губернии выделилась Нижегородская, к которой отошли западные районы Чувашии. В 1719 году губернии были подразделены на провинции, включавшие несколько уездов. Чувашию составляли полностью Чебоксарский и Цивильский, частично Свияжский, Космодемьянский и Кокшайский уезды Свияжской провинции, частью Казанские и Симбирские уезды соответствующих провинций Казанской губернии, целиком Ядринский и части Курмышского и Алатырского уездов Алатырской провинции Нижегородской губернии. Таким образом, территория Чувашии входила в 2 губернии, 4 провинции и 10 уездов. Параллельно с территориальным делением происходили административные реформы. Первоначально в 1699 году из ведения воевод, как уже было отмечено, они управляли в городах, было выведено городское население. Таким образом, воеводы могли управлять только уездным населением. Но постепенно, конечно, уже с образованием в 1708 году 8 губерний, административно-территориальное устройство России, конечно, очень сильно изменилось. В том плане, что во главе таких крупных образований были назначены сподвижники Петра Великого. Вот первым губернатором казанским был Петр Матвеевич Апраксин, который с 1708 по 1713 год был первым губернатором в Казани. Еще в 1719 году были образованы провинции внутри губернии. Появляются так называемые провинциальные воеводы. Они в 1719 году получают специальный наказ. И при этом, в отличие от предыдущих воевод, могли непосредственно подчиняться центральной власти. Канцеляристы и сами воеводы, они до 1763 года практически не получали заработную плату. Но у них не было установленной повсеместной жалования. Конечно, воеводская власть лично не могла управлять такой большой территорией. И, естественно, здесь приходилось опираться в большей степени на общинный орган управления, которая в основном помогала воеводской власти осуществить различные свои функциональные обязанности. В первую очередь, конечно, следует упомянуть волостных сотников, которым подчинялись различные десятники, пятидесятники. И по мере принятия других законодательных актов, конечно, им уже предоставлялись определенные права, функциональные обязанности уже на законодательном уровне, чтобы десятники, пятидесятники, они боролись с воровством, с эпизоотией. То есть без вот этой четкой организации, конечно, нельзя было воеводе осуществить достаточно огромные прерогативы, которые были прописаны в наказе 1728 года. В XVIII веке чиновничество начинает получать образование. Преимущественно в провинциальных городах появляются школы, арифметические так называемые школы. Имеются факты, когда непосредственно обращаются в канцелярию, чтобы высылали канцелярских служителей на учебу. Вот такой был пример по отношению канцелярского служителя Кокшайского, который должен был выехать в Свияжск для обучения. Мы сейчас очень часто вспоминаем такого выдающегося полководца, как Петр Александрович Румянцев-Задунайский. Эта семья очень тесно связана с Алатырским уездом. Отец его, Александр Иванович Румянцев, как солдат-преображенец, с 1704 года понравился, приглянулся Петру Первому и стал его денщиком. И не только денщиком он и стал его доверенным лицом.
В 1717 году Александр Иванович был послан, и он сумел вытащить из-за рубежа царевича Алексея, после чего его казнили. Был заговор против царя. Душой его был Кикин, алатовский помещик. Он был казнен. Его поместье вотчины отобрали и подарили Александру Ивановичу Румянцеву. Но был еще другой подарок. В 1724 году Петр I женил его на Марине Андреевне Матвеевой, на 19-летней Марине Андреевне Матвеевой, дочке видного дипломата. Это была любимая женщина Петра I, которая еще в следующем году родила от Петра I сына Петра. Так что вместе с женой он и получил еще Александр Иванович и Петра будущего, Петра Александровича Румянцева-Задунайского. Он служил отважный, это был прекрасный воин. В 1731 году новая императрица Анна Иоанновна вызвала его и потребовала его принять на себя финансы страны. Александр Иванович очень, так сказать, был, можно сказать, до глубины души возмущен таким назначением. Он говорил: я военный, я солдат, как я могу разбираться в финансах? А уж потом, когда не выдержал, он по-русски уже выражался с императрицей. Он сказал, что я вас не прокормлю. Императрица вспыхнула, ушла, а затем созвала тайный совет и приговорила Александра Ивановича Румянцева к смертной казни. Но казнить Румянцева, у которого сын Петра, императора, невозможно было. Поэтому было принято решение отнять у него поместье вотчины и сослать вместе с женой и семьей в 1731 году в Алаторскую вотчину, село Чеберчино. Когда он отправился, он отправил приказчика, чтобы он проверил, собственно говоря, подготовил для себя деревню, село Станкевича. Этот приказчик поехал, и вот он ему пишет о том, что возникли проблемы с соседями, с помещиками. И он обратился за помощью к гарнизонному прокурору в Нижнем Новгороде, к Василию Ивановичу Суворову. А у того в 30-м году как раз родился сын Александр. Суворов помог решить некоторые эти вопросы. Александр Иванович обосновался в Чеберчино. И вот здесь один момент возникает. В начале 1735 года в Алатаре назначают воеводой Потемкина, Александра Васильевича Потемкина, у которого через пару лет родился сын Григорий. Когда в 1735 году назначили Потемкина в Алатарь, то Александр Иванович Румянцев пишет своим знакомым: скажите, что за мужик-то едет к нам? Ему отвечают: он нормальный, служил тогда. В общем, можно с ним найти, в общем-то, язык, можно нормально взаимодействовать. В общем-то, Александр Иванович был доволен. В июле 1735 года Александр Иванович был прощен, сразу назначен астраханским губернатором. Через год он был послан подавлять восстание башкир. В 1739 году он разбил турок. В 1744 году получил графский титул. В 1949 году он скончался. И его славные уже традиции военные продолжал сын Петр Александрович Румянцев-Задунайский. Областная реформа 1775 года ввела новое административное деление. Громоздкие плохо управляемые губернии были упразднены. В 1780 году была учреждена Симбирская губерния. В нее вошли Курмышский, Алатырский и Буинский уезды. А в 1781 году Казанская губерния с Чебоксарским, Цивильским, Ядринским, Козьмодемьянским и Тетюшским уездами. Мир, в котором мы живем, создал верховный бог Тура. Он правит добрыми силами, которые оберегают нас и помогают нам. А в царстве мертвых главный Шуйтан. От него все беды и все зло. И у Тура, и у Шуйтана есть помощники, духи, которые живут рядом с людьми. Они добрые или злые. Чтобы добрые духи помогали, а злые не обижали,
нужно идти к Кереметю, принести ему масло или яиц или мясо. А сейчас большие люди говорят, чувашские боги неправильные, нужно молиться русскому богу. Особенно, наверное, надо обратить внимание на период правления Анны Иоанновны, потому что именно в этот период учреждается так называемая комиссия новокрещенских дел. А в конце ее правления мы видим уже такой известный указ 11 сентября 1740 года. На этот указ я тоже хочу обратить особое внимание, потому что оно имеет особое значение, потому что именно опираясь на этот указ, на этот закон, были осуществлены основные мероприятия по массовому крещению. В дальнейшем в политике произошли изменения, особенно, конечно, при Екатерине, которая уделила вопросам религии очень большое внимание. Ей были приняты меры, так называемые, свободы вероисповедания. Вот такой указ был. Но здесь было исключение. Российское законодательство запрещало переход православных в иное вероисповедание. Одно дело – это массовое крещение. Да, действительно, здесь были результаты. Основная часть язычествующего населения, они официально стали православными, христианами. Но это условно, то есть формально являлись православными. Другое дело, каких верований они придерживались на самом деле. Фактически они оставались теми же, какими были до крещения, язычниками. Почему такое происходило? Потому что меры были приняты, да, для массового крещения, там в основном это предусмотрели, да, правительство и церковь все это предусмотрело. А что касается вот утверждения, здесь, наверное, не все было продумано, да, и я считаю, не хватало ресурсов, как финансовых, кадровых. Все-таки в XVIII веке доминировало представление, что их надо крестить, и они постепенно с помощью появившихся теперь церкви, священников, учреждений приходов новокрещенских, они постепенно будут утверждаться в этой религии. Но этого не происходило. Этого не только не происходило, а мы знаем, что среди новокрещенского населения активизировалось движение сопротивления. То есть протестные настроения, они не прекращались, а даже периодически возрастали. Особенно это, скажем, мы видим с татарами, башкирами. Там ряд восстаний прокатились, потому что стали закрывать мечети, преследовать ислам и так далее. К этим движениям присоединялись и новокрещенные, бывшие язычники. И особенно это ярко проявилось у нас в ходе Пугачевского восстания. Мы же прекрасно знаем, что кто в основном пострадал на территории Чувашского края от пугачевцев, это были священнослужители. Василий Дмитриевич, например, приводил такую цифру, где-то 147 священников были повешены или, скажем, пострадали, а Капеллер, например, он даже 200 называет. Следующий момент – это попытка просвещения. Многие понимали, что просто так обратить народы в новую веру не получится. Надо дать им знания об этой вере, просветить их. В XVIII веке мы знаем и монастырские школы, и еще в период деятельности новокрещенской комиссии учредили новокрещенские школы. Все они в полной мере так и не работали. Свияжские мы знаем, и потом, конечно, единственная школа осталась в Казани. И она была закрыта в самом конце, при Павле I, в самом конце XVIII века. Определенные результаты были. Николай Васильевич Никольский приводит такие статистические сведения об окончивших эти школы. Общее количество окончивших, там он называет даже более 2000. В то же время были, конечно, большие отсевы из этой школы. Многие умирали. 60 человек называют, например, умерших учеников. Но полностью отрицать результаты этой школы мы не можем. Потому что были выпускники, эти выпускники, они определялись, небольшая часть, к сожалению, они определялись в церкви, в приходы. В основном это в качестве церковных служителей. Священники были, но единицы. В те времена священники, которые приняли православие и стали православными священниками, себя уже чувашами практически не писали. В принятии другой веры это означало изменение этнической идентичности. Поэтому они, как правило, многие, тем более во втором поколении, они писали русскими. Поэтому у нас редко встречается, в документах, что священник – представитель другого народа.
таких сведений очень мало. 18 век – это начало развития духовного обучения, то есть подготовки священников. Для Чувашского края имели значение в тот период Нижегородская духовная семинария и Казанская духовная семинария, потому что территория Чувашии до Екатерининского указа относились к этим губерниям, Нижегородская и Казанская. Потом, правда, с учреждением Симбирской губернии Чувашия стала входить в состав Казанской и Симбирской. Поэтому в XVIII веке Нижегородская епархия и руководители этой епархии, они внесли большой вклад в развитие христианского просвещения народов Поволжья. Здесь надо отметить особо Дамаскина, епископа Нижегородского, при котором было издано и словарь народов Поволжья, и также работала переводческая комиссия при Нижегородской семинарии. Значительную роль также сыграл Вениамин Пуца-Григорович, который являлся епископом как Нижегородской, а потом достаточно большое время руководил Казанской епархией. Под его руководством создавались грамматики народов Поволжья. Были изданы чувашская грамматика, марийская грамматика. Потом эти переводы легли в основу книг уже, катехизис, потому что катехизис – это первая книга, которая появилась в 1800 году на чувашском языке. То есть среди народов Поволжья была чувашская, Пачексе катехизис, краткий катехизис. Его переводчиком являлся, конечно, Ермий Рожанский. Христианское просвещение, я бы сказал, в XVIII веке все-таки делало первые, но очень важные шаги. В последующем этот опыт переводов, обучения, например, в семинариях языкам нерусских народов, он был использован. И дальше уже продолжался, вплоть до Николая Ивановича Ильминского. Если согласишься ходить в церковь, дадут денег, а мужикам еще есть сахман. Здесь красиво, свечи настоящие горят, от них светло, пахнет сладко, кругом серебро и даже золото. Если на икону смотреть долго, она как будто на тебя смотрит. Самая большая церковь – Веденская в Чебоксарах. Мы с вами перед иконостасом Веденского собора. Уникальный не только потому, что это единственный иконостас в нашей республике, дошедший из XVIII века. Это прекрасный образец барочного искусства резного. Позолоченный пятиярусный иконостас украшен пышными розетками, виноградная лоза, листья, бутоны. Все это как раз детали, которые обрамляют иконы. Это как бы составляют раму для икон. Кроме того, поярусный иконостас ограничен карнизами, выступающими карнизами, которые создают как раз тот эффект движения, какой-то динамики. Ведь барочный иконостас, он всегда очень динамичный по своим формам, по своей композиции. И наш иконостас действительно отвечает всем этим параметрам. Кроме того, посмотрите, иконостас не просто расположен в одной плоскости. Барочный иконостас предполагает еще сложный план. И он у нас выделен в центральной своей части, выдвинут вперед. Дальше он по косой уходит в глубину и выходит на боковые стены. Вот такая очень сложная составляющая этой конструкции, она как раз отвечает барочному искусству. Царские врата – главное украшение любого иконостаса, и обычно их резали лучшие мастера. И это самые богатые по орнаменту, по резьбе части иконостаса. Кроме того, наши царские врата не уникальны хотя бы потому, что мы нигде и никогда не видели сюжета из 11 апостолов. Всегда при сошествии Святого Духа, что здесь изображено на всех иконах, всегда видим 12 апостолов. В наших царских вратах 11 апостолов. Часто называют росписи фресками, имея в виду монументальную роспись. А на самом деле это живопись в смешанной технике, которая стала во многих храмах использоваться. То есть очень популярной стала техника масляной, смешанная техника, где темпера и масло соединяются. Наверное, надо упомянуть и росписи западной стены, где обычно изображается страшный суд. У нас двухчастная композиция, где и апокалипсис,
и сцена страшного суда, и часть стены занимает композиция «Страдания апостолов», где изображены все апостолы 12, сцены их мучения и сцены их убиения. Роспись стенная в нашем соборе, она уникальна тем, что мы видим образец провинциальной живописи, более примитивный, может быть, но соблюдающий все каноны и правила, и включающие всю программу, заложенную в этой росписи. Мы видим на северной стене акафист Божией Матери. Он изображается на стенах многих храмов. А вот то, что изображено на южной стене, это редчайший образец, когда берется акафист Иисусу Христу. Он так и называется – акафист Иисусу Христу Сладчайшему. Росписи располагаются в несколько рядов, как это было принято. Такой развитый сюжет, такие многофигурные композиции, которые буквально иллюстрируют все строки этого акафиста. 4 столба, которые держат своды нашего собора, они также расписаны в несколько ярусов. Здесь мы видим святых мучеников, здесь мы видим отцов церкви, и здесь мы видим святых, которые особенно почитаются в наших краях. Здесь хочется отметить еще одну икону XVIII века. Она считается чудотворной, потому что здесь мы видим изображение святителей казанских Гурия, Варсонофия и Германа, а эта маленькая икона имеет встроенные ковчеги, ковчежцы мы их называем маленькие, в которых частицы мощей этих святых. Чебоксары были очень богаты храмами, количество их было действительно велико. После Октябрьской революции многие иконы были перенесены на хранение в Введенский собор. И, что замечательно, владыка Варнава собрал эти иконы и составил из них иконостасы в пределе и в притворе. Вот в пределе почти все иконы XVIII века из Вознесенского храма, из Покровского храма, и поэтому можно с благодарностью вспомнить имя владыки Варнавы за то, что он сохранил эти иконы, и за то, что отнесся так внимательно к этому моменту, и эти иконы сейчас служат в этом храме. К ним приходят люди, они имеют свою историю, продолжение своей истории. Чебоксары или Шубашкар, как мы его называем, недалеко от нашего села. За полдня на лошади доехать можно. Там живут воевода, толмачи, священники, русские купцы, разных дел мастера. На базаре можно купить все, что угодно. Торговля была локомотивом экономического развития города Чебоксары. И более того, XVIII век называют «золотым веком» не случайно совершенно, потому что именно в этот период Чебоксары занимали довольно устойчивое положение среди городских экономик Поволжья. Пример. В 1710 году на Архангелогородской ярмарке, куда приезжали иностранные купцы, свои товары привезли, в том числе и чебоксарские купцы, и по сумме проданных товаров они заняли второе место после Казани среди всех городов Поволжья, оставив за собой такие города, как Нижний Новгород и Самару. И, разумеется, вывоз из города Чебоксары значительно превышал ввоз. Чем же занимались купцы? Что же они вывозили? В первую очередь вывозили продукты хлебных культур. И это совершенно неудивительно. Все мы знаем, что Поволжье – земледельческий регион. Здесь производилось довольно много хлеба, а уже купцы занимались его товарным производством, то есть перерабатывали и дальше отправляли. Значительное место в вывозе занимала юфть. Мы знаем, что это такое. Это кожа, выделанная по самым высочайшим стандартам. И размеры вывоза кож были очень серьезными. Партии насчитывались тысячами, и суммы тоже были очень приличными. Одни и те же купеческие семьи были задействованы как в мукомольном производстве, соответственно, вывозе хлеба, так и в кожевенном производстве. Но помимо юфти вывозили также и воск, мед, сало. Ну, в общем, все то, что поставляла местная промышленность. А взамен привозили чебоксарские купцы товары промышленные, которые здесь не производились. Это различного рода ткани, особенно дорогие ткани, которых здесь не было.
Это товары железного происхождения, орудия труда различные. И очень много купцы привозили товаров, которые потом продавались на уездных торжках крестьянам, в том числе для формирования, например, чувашского национального костюма. Чувашским крестьянам, в том числе, как и другим нерусским народностям Поволжья, была запрещена металлообработка, в связи с чем, естественно, крестьянам нужно было приезжать на городские рынки, чтобы закупить, например, какие-то орудия труда для сельскохозяйственного производства. И в этом смысле городское ремесло, с одной стороны, которое помогало в осуществлении вот такого вида работы, и в том числе чебоксарские купцы, привозившие орудия труда хорошего качества из других городов, способствовали обогащению таких экономических связей между городом и селом. Было экономическое сотрудничество. Например, купцы арендовали у чувашских крестьян земли, где разворачивали свои производства. Но в то же время именно чебоксарское купечество, которое по национальному составу было русским, выступало зачастую единым фронтом с, во-первых, органами воеводского управления, это раз, с органами городского самоуправления, это два, и в том числе с церковными служителями, когда, например, шел процесс христианизации. Все вместе не могло не наложить определенный отпечаток на взаимоотношения горожан и сельчан. И есть случаи, мы знаем, что в 1773-1774 годах, когда произошли всем известные события крестьянской войны под предводительством Пугачева, разгневанные, в общем-то, крестьяне окрестных селений напали на дворовладение, которое находилось в уезде Федора Данилова, сына Белова, и его самого забрали, а также на имение Тимофея Кадамцева, которого забрали вообще в плен к пугачевцам, где он был убит. Если говорить об экономическом развитии, разумеется, крупные центры, это были Казань, Нижний Новгород, Самара, но дальше как раз вступают на сцену чебоксары, и во многих торговых операциях чебоксары превосходили даже указанные города, такие как Нижний Новгород и Самар. То есть была определенного рода специализация, и надо отметить, что чебоксары в этом смысле очень активно включились в формирование всероссийского рынка, не в последнюю очередь благодаря выгодному географическому расположению на тот момент, это важнейшая водная магистраль Волга и хорошая сухопутная дорога Москва-Казань этому способствовали. Но, к сожалению, в XIX веке эту свою роль чебоксары утрачивают. Однажды, я еще молодой совсем был, увидели мы зарево. Люди потом сказывали, пришел большой огонь в Шубашкар. На моей памяти такое 4-жды случалось. Сейчас невозможно представить, каких бы объемов мог достичь торговый оборот в Чебоксарах, если бы не пожары. А в XVIII веке город горел 4-жды, причем все пожары были очень разрушительны. Дотла выгорали деревянные церкви, дома, надворные постройки, купеческие лавки. Сохранилась очень интересная опись ущерба, понесенного чебоксарцами в 1758 году после пожара. Так вот, после этого пожара выяснилось, что у 28 хлеботорговцев Чебоксар сгорело хранимого 120 тысяч пудов ржи, пшеницы, овса, ячменя. Пожаров было много. 1973 года этот пожар тоже был очень серьезным. Есть опись ущерба, понесенного жителями города, и там есть описание, сколько потеряно не только производств, но и домов. И в этом смысле особенно интересно, насколько отличалось имущественное состояние купцов, так скажем, первой величины, то есть богатейших купцов города, и жителей обычных, потому что после описи пожара мы видим описание купеческих дворовладений на несколько тысяч рублей, в то время как, скажем, домик городской посадной бедноты мог быть оценен до 10 рублей. После пожара в Шубашкаре строится еще лучше. Кто держит кирпичные заводы, богатеют на глазах. Спрос очень большой. А в деревнях чуваши живут под соломенной крышей. Дома у нас маленькие и земли мало. Горшок для яшки глиняный, ковш для пива деревянный. Зимой, когда темно, зажигаем лучину. Свечи дорогие, не купишь.
Под такой лучиной моя жена ткет холсты, а дочка вышивает покрывало для будущей свадьбы. Учрежденная в 1724 году в Санкт-Петербурге, Академия наук организовывала исследовательские экспедиции в различные губернии и провинции Российской империи. В октябре 1733 года в ходе второй Камчатской экспедиции отряд ученых-путешественников под руководством Герхарда Фридриха Миллера прошел по маршруту Козмодемьянск, Чебоксары, Казань. Из экспедиции Миллер привез рисунки традиционного чувашского женского костюма. Им же было сделано описание древних костюмов, которые носили чувашки в XVIII веке. Повязки с лопастями, висящими по спине, называются у них тастар и кашпа. В праздничные дни или когда срежаются в гости идти, надевают они с правого плеча на левое особливый ремень или широкую перевязку из шнурков сплетенную, которая спереди и сзади, так же, как и повязка, выстрочена бывает. И сей ремень называют они теветь. Этнографическое изучение Чувашии мы встречаем в дневнике академического студента Тобиаса Кёнигфельса, участника путешествия академика Жозефа Николя де Лиля в Березов в 1740 году. Про чувашских женщин в Байголово, ныне в Козловском районе Чувашии, он писал, что они носят род холщового балахона, сшитого наподобие широкой длинной рубашки. Тобиас Кёнигфельс сделал самое первое описание хушпу. В частности, он писал, что на голове они носят чепец, сплошь расшитый маленькими копейками и покрытый вуалью, кульком сужающийся кверху. Также он оставил описание чувашского пояса пищихи. Женщины подпоясываются тканным кушаком, оба конца которого заканчиваются кисточкой из разноцветного бисера. Завязывается кушак на спине. Похожее, но более детальное описание костюма чувашек мы встречаем у Иоганна Готлиба Георги, участника первой Оренбургской экспедиции, посетившего в 1773 году на обратном пути из Сибири Казань и Чувашский край. В 1776 вышла его книга «Описание всех в российском государстве обитающих народов». Про одежду девушек он писал, что пояс у них плотно прижимает одеяние к телу. Этому способствуют и лопасти с бахромками на концах, прикрепленные на обоих боках к поясу. Эти лопасти путешественник назвал сарою, то есть сара на современном чувашском литературном языке. Женская шапка хушпу в описании Георги вся унизана корольками и мелкими наподобие чешуи расположенными серебряными монетами. Под шапкой у них белая, вышитая по краям фата-сурбан. Волосы заплетают в две косы и опускают под одежду. А про известное богатое девичье украшение теветь он писал так. Еще перевешивают они иногда через левое плечо подобный жалованной ленте ремень, который бывает шириной в ладонь и весь покрыт корольками, змеиными головками и подделанными червонцами. В XVIII веке чуваши еще сохранили свои старинные обычаи и обряды. В 1740 году Тобиас Кёнигфельс писал про существование чуваши колыма за невесту. Отец жениха идет в гости к отцу невесты и сразу просит хозяина отдать дочь за его сына. И когда оба пьют пиво из маленьких ковшиков, отец жениха кладет в пиво рублей 5 и пьет за здоровье отца невесты. Когда же тот опустошает свою порцию и находит деньги, он за них благодарит, если полагает цену достаточной. Если же нет, то снова наполняет ковш с деньгами и опять подносит его к отцу жениха, который добавляет несколько рублей. Так продолжается раз за разом, пока хозяина не удовлетворит сумма. Георгий писал, что цены за невесту составляли от 20 до 50 рублей. Те, кто посостоятельнее, дают до 80 рублей, но иным удается заплатить колым поменьше – от 5 до 10 рублей. Приданная невесты состояла из дворового скота, домашней утвари и одежды. В составе Камчатской экспедиции, посетившей в 1733 году земли верховых чувашей на побережье Волги, был ботаник и медик Иоганн Готлиб Гмелин. Он опубликовал на немецком языке
книгу «Путешествие по Сибири» с 1733 по 1743 год, в котором приводил ценные сведения о чувашских языческих обрядах. Гмелин писал, что на полпути между Чебоксарами и Козьмодемьянском в Ильинской пустыне были свидетелями общесельского чувашского моления «Учук». Место для святилища, как рассказали сами участники моления, было выбрано по совету знахаря. Совершив моление, собравшиеся съедали в честь божества жертвенное мясо и затем клали в расщелину дерева монеты. По словам Гмелина, чуваши почитали божество Тора. Солнце также считалось у них священным, и ему молились. Гмелин отметил так называемых юмощ, которых называли жрецами чувашей. Они же были и знахарями. Все, что они скажут, чуваши принимали на веру. При всякой болезни они идут к знахарям, при этом оплачивают их труд. Еще раньше Тобиас Кёнигфельс писал: Видели чувашское языческое капище. Оно обнесено деревянной оградой. Внутри нее стоит несколько дубов, на которых растянуты шкуры. Я видел там также большой продолговатый стол с очагом, на котором жертвенных животных убивают и зажаривают, напиваются, шкуры растягивают на блестящие дубы, отмечая так свои праздники. Георгий, в свою очередь, писал, что на время жертвоприношения божеству Кереметь у чувашей зажигается 7 огней. В качестве жертвы приносят пироги, а молоко льют на огонь. Обращаются к отцу и матери Кереметя, а также к их сыну. Ох, ывындымшке. Печень уйра ишлеме пиде евырж икен. Ывылба сама еще молча. Исе гарыш ведь хулана ишлеме. Мле тюсер шувал шеремедячи. Хамдастыва принесне туртман пиде евырче ведь. Эх, кухаямат поян вали укша. Ыштанду басха. Патша вали анжақ укшине барса ядым. Кукившен иліне укшана давырса бамасан. Мен булат хаман ба. Тирмене хубаш ведь мана. Падақта шидереш. Лаши дивилсе гары ведь. Мен ябалы. Тен Керемеде тарықтардым. Тенина чук тумала. Шибада дуса судас пуль. Укшада дубыне. В XVIII веке основным занятием крестьян было пашенное земледелие. Выращивали рожь, ячмень, пшеницу, овес, гречиху, проса. На огородах сажали овощные культуры. С конца XVIII века появляется картофель. Животноводство из-за нехватки пастбищ играло вспомогательную роль. В XVIII веке было 13 неурожайных годов. Наиболее страшным был голод 1733-34 годов, когда в Курмышском и Ядринском уездах вымерло четверть населения. Чувашские крестьяне были государственными. Земля являлась собственностью государства, а они лишь пользовались ею, обрабатывали и платили в пользу государства ясак. Так назывался налог в хлебном и денежном выражении. С 1704 по 1723 год платили с ясака около 7 рублей деньгами, почти 420 килограммов ржаной муки, 105 килограммов ржи и 209 килограммов овса. Кроме того, в зависимости от ситуации, чувашские крестьяне могли вносить в казну недельные, ездовые, перевозные, ямские и лесные деньги, оброчные деньги за бортные урожаи, бобровые гоны, оброчные пашни и сенокосы, иноверческие свадьбы и тому подобное. С 1724 года вводится еще подушная подать – 70 копеек с крестьянской души. С 1705 года была введена рекрутская повинность. Кроме того, крестьян привлекали на строительные, промысловые и транспортные работы общероссийского и местного масштаба, а также на разработки заповедных корабельных лесов. От чувашских крестьян поступали в органы управления сотни челобитных с жалобами на произвол помещиков и чиновников, которые, как часто заявляли челобитчики, грабят яко разбойники. Вечерами чуваши предавались думам о своей нелегкой доле. Пока лапти плетешь, 100 дум передумаешь, а все печальные. Хорошо, детишки отвлекают. Расскажи о тебе про интересное. А что я расскажу, если всю жизнь, кроме работы, в поле да по хозяйству ничего не знаю? Одна радость – деревенские праздники.
Однако и в моей жизни случались дни, которые никогда не забудешь. Все у нас помнят, как приезжали в Шубашкар цари и царицы. Петр I впервые проплыл мимо Чебоксар в 1696 году во время своего Азовского похода. А вот в мае 1722 года в городе он побывал. Пока меняли гребцов на его суднах, император встретился с одним из братьев-купцов Игумновых, предположительно Алексеем. Ни о месте встречи, ни о причинах доподлинно неизвестно. Зато известно, что осмотр Петром I корабельных лесов в Чебоксарах не более чем выдумка. Поскольку одной из целей войны являлась защита торгового флота в Каспии, значит, а купец Игумнов торговал с Ираном, с Персией, и наверняка Петр интересовался у него какими-то вопросами, связанными с торговым флотом. В памяти у людей сохранилось и то, что для царя, возможно, специально для его визита, а возможно, просто была обновлена пристань Чебоксарская. Петр I создавал флот. Для флота нужны были корабли. Для строительства кораблей, значит, в Поволжье отписывались в казну специальные вот эти корабельные так называемые рощи, которые разрабатывали специальные люди-лашманы, служилые люди. И чуваши активно в этом участвовали. Вот, возможно, отталкиваясь от этого факта, советские историки и придумали этот эпизод. О визите Екатерины II известно куда больше. Матушка-императрица почтила Чебоксары своим присутствием во время вояжа по России. Для жителей Чувашского края это было событие невероятной важности. Доселе государыню видели только на монетах. В 8 часов утра примерно, значит, она села на шлюпку и прибыла к пристани. Пристань эта сохранялась еще со времен Петра I, как отмечено в источниках. Она была богато украшена, обновлена, отремонтирована. Вся пристань была услана красной тканью, что-то вроде красной дорожки. Встречали ее здесь местная власть, казанский губернатор Квашнин Самарин. Здесь же приветствовал свиту воевода Чебоксар Всеволожский, ну и дворяне. Екатерина проследовала в дом Соловцовой. Здесь ее встречал хозяин дома вместе со своим семейством, с хлебом и солью. Здесь же Екатерина, значит, и расположилась, и принимала к руке воеводу с дворянцем, их жен, купечество Чебоксар и Цивильска, значит, которое здесь собралось для встречи высокой гости. До этого она с пристани поднялась к монастырю, где была встречена архимандритом Хрисанфом, который собрал не только монашествующих, но и все духовенство Чебоксар. Она приложилась к иконе, она проследовала в Троицкий собор, слушала здесь молебен с участием архимандрита. Ну вот затем спустилась в дом Соловцова. После приема она решила прогуляться в самую крупную корабельную рощу. Это где-то в 5-6 километрах, верстах от Чебоксар. Здесь она гуляла, любовалась деревьями. На обратном пути решила посетить Введенский собор и хранящуюся там святыню икону Владимирской Божией Матери. Жители города и чувашские каштаны всю дорогу от Волги до Введенского собора устлали холстом, привезенным из окрестных деревень на 40 валах. По этой дороге царица и дошла до Введенского собора. Вполне возможно, точно так же устлали бы и Государеву гору в Мариинском посаде, где, по преданию, императрица потеряла свою ложку. Но история эта всего лишь легенда для туристов. После Чебоксар Екатерина II сошла на берег лишь в Казани. А вот обратно она возвращалась в карете и останавливалась на отдых в Алатыре, где принимала обращение подданных. Известно, что Екатерина приняла огромное количество посланий от крестьян, горожан, там, встречных во время своего похода. Но судьба этих прошений, к сожалению, незавидная. То есть фактически ничего из этих просьб реализовано не было. Наоборот, по итогам этого путешествия Екатерина издала указ, по которому было запрещено обращаться к царям с какими-то письменными просьбами. То есть ей просто докучили эти бесконечные жалобы на своих чиновников, на губернаторов, на
видимо, на плохую жизнь и так далее. На исходе XVIII века в Чебоксары наведался Павел I по пути в Казань, где собирался провести инспекцию проводимой им военной реформы. Несмотря на то, что он издал распоряжение, никаких особенных встреч, никакой специальной подготовки власти Чебоксар все-таки подстраховались. Он путешествовал в сопровождении огромной свиты. О количестве карет и всякого рода повозок может говорить такая цифра, что на почтовых станциях должны были содержаться в готовности по 325 лошадей. Известно, что к приезду царя были отремонтированы Воскресенские и Клюевские мосты. Дальше была пошита новая форма для драгун и солдат Чебоксарской штатной команды. Царю нужно было вручить подарок. Поэтому купечество и мещанство, значит, оно собрало средства, деньги. И через уроженца Чебоксар, в то время московского купца Колокольникова, заказала в Москве серебряную с позолотой блюдо с солонкой, которые были привезены тоже накануне сюда, в Чебоксары. Для царя и свиты было решено подготовить, было приказано подготовить, соответственно, лучшие дома. Ну, в приказе губернатора говорилось о 6 домах, но воевода Чебоксар-Копылов решил подстраховаться, он подготовил 12 домов. Вот, а среди этих домов, значит, особо был выделен дом, который предназначался, собственно, для пребывания царя, для отдыха царя. Это был дом известного богатого чебоксарского купца Василия Климентьевича Клюева. Но Павел I изменил первоначальный расклад. Планировалось, что он в Чебоксарах будет ночевать, но он внес изменения, и в итоге он обедал не в Виловатом враге, как это, значит, было предписано, а в Чебоксарах, и ночевал не в Чебоксарах, как это было предписано, а в деревне Окозино. Известно, что у него состоялся продолжительный разговор с птичьими помытчиками города Чебоксар. Это были люди, служилое такое сословие, которое было освобождено от государственных податей, но обязано было поставлять соколов, орлов, кречетов для царской охоты. Известно, что после этого царь отправился дальше, а вот на обратном пути, значит, он побывал здесь уже 30 мая или 10 июня по нашему стилю. Ночевал уже в Чебоксарах. Он ехал из Казани в Москву, затем в Петербург. Уже в 7 часу, значит, он отправился из Чебоксар дальше по почтовой дороге. По правилу, хозяину дома, в котором он останавливался, он всегда, значит, презентовал подарок на память. И вот этому купцу Клюеву он подарил золотые карманные часы за ночлег. Летят мои годы. Скоро и 1800 год от Рождества Христова. Священник говорит, новый век наступает. Вот уж по летнему полю гуляют даже не дети, а внуки. Может, их жизнь будет лучше.